Сегодня я рада приветствовать вас на собрании ТОГИ. Кто из вас может догадаться, что это за аббревиатура? Тайное общество гимназии искусств. Вы совершенно правы. В нашем тайном обществе состоят не просто ученики, а настоящие ценители тайн, настоящие искатели истин, прописных и не очень. И сегодня мы с вами попытаемся стать членами этого тайного общества и разгадать самую главную тайну гимназии искусств. Но перед тем, как вы подойдете к разгадке, вам необходимо будет пройти испытания. Испытания вы будете проходить в своих группах. У каждой группы есть свой младший магистр тайного знания. Младших магистров, то вам не составит труда разобраться с вашими загадками, пройти все испытания и разгадать тайну гимназии искусств. Немножечко объясню, как будут происходить наши испытания. От младшего магистра вы получаете первое задание, в котором загадано какое-либо место на территории гимназии искусств. У нас две локации. Это внутри гимназии искусств помещений и небольшая локация на улице. Также в вашей группе вы должны распределить следующие ключевые роли. Один из самых главных представителей вашей группы – это гонец, или их может быть двое, гонцы. Что они делают? Как только вы получили загадку и нашли место, вы также в этом месте находите тайный код. Это маленький кусочек кода, который позволит вам разгадать тайну гимназии. Вы этот код фотографируете. Иногда нужно будет фотографировать не только код, но, быть может, какой-то особый предмет, или, быть может, какого-то особого человека. Сфотографировав этот предмет, код или человека, вы посылаете гонца с фотографией к младшему магистру тайного знания. Тайный магистр принимает ваш ответ, сообщает вам, выдает вам следующую часть головоломки и так далее. Поэтому гонцы в вашей группе должны быть самыми быстрыми, активными, готовыми преодолевать любые испытания, любые препятствия. Помимо гонцов в вашей группе должны быть искатели и мыслители. Что делают они? Естественно, получив загадку, они в самые кратчайшие сроки находят решение. Напоминаю вам также, что время игры ограничено. Всего 50 минут вам дается на прохождение всех испытаний. И за отслеживанием этого времени будет заниматься, наверное, самый главный представитель вашей группы, это хранитель времени. Он напоминает вам, сколько у вас осталось минут до конца испытания. Если загадка вызывает у вас трудности, то после 5 минут, как вы загадку эту получили от вашего гонца, вы можете отправить гонца еще раз за подсказкой. Но будьте внимательны, и хранители времени, я попрошу вас напоминать вашей команде, что испытаний много, а время у нас ограничено. Если все вам понятно, то я даю старт испытаниям.
Пожалуйста. Сообщите для всех тех, кто не догадался. Дата. 1989 год. Сокровище. Итак, что же появилось в 1989 году? Какое сокровище имели мы в виду? Догадались ли вы? То есть именно в 1989 году нашу гимназию стали именно называть гимназией искусств. Вот. Но что же за сокровище имелось в виду? В других учреждениях учебных тоже есть это сокровище. Их много, оно бесконечно. И наши с вами. Друзья, которые пришли, они тоже. Да, ребят, уважаемые, если мы не можем дать ответ, я дам подсказку на слайде. Повернитесь, пожалуйста. Чтобы мы с вами сейчас немножечко поделились впечатлениями от прожитого, от пережитого, я попрошу передать нам наш священный тайный подсвечник. И, конечно же, активная игра, да, которая вас сплотила. И, конечно, хочу сказать большое спасибо Ольге Олеговне. Я хочу сказать, что идея, да, этой квест-игры принадлежит ей. И вот я ей хочу сказать спасибо, что подарила нам... Решаться тайные дела. Я не знаю, я погашу свечу, но надеюсь, это свеча как пламя, как устремление к познаниям, к истине останется с вами внутри надолго, и мы действительно сможем возвращаться сюда, организовывать что-то новое, что-то необычное, приглашать друзей из Коми гимназии и организовывать совместные мероприятия. Эти тайные опознавательные знаки, и как только вы увидите в группе гимназии этот таинственный знак, это сигнал о том, что планируется новая встреча, новое событие и новое мероприятие.